Ассаляму алейкум! Вы слушаете подкаст Букхане, и я его ведущая Сибия Асанова. Да-да, вы не ослышались, это новый и, скорее всего, долгожданный вами выпуск. Я хоть и не поэт и не писатель, но все же проблема вдохновения меня также преследует. И вот в 2 часа ночи я подумала и решила, что время смонтировать для вас новый эпизод. А чтобы новые эпизоды не ждали моего вдохновения, ну или каких-то других знаков свыше, и выходили более регулярно, вы можете поддержать развитие проекта по реквизитам, указанным в описании. Ну, а мы начинаем! Гостья-героиня сегодняшнего эпизода настолько прокачана и погружена в тему, что я решила растянуть удовольствие и разделить нашу беседу на 2 эпизода. В первом мы будем говорить о творчестве Сейтумера Эмина, а во втором непосредственно о творчестве моей гостьи. Думаю, хватит томить. Сегодня у меня в гостях Севиль Кенже. Севиль ханум, селям алейкум, хош кельденас. Алейкум селям, Сибия ханум, селям алейкум все, кто нас сейчас слушает, и всем тем, кому интересен этот замечательный подкаст. Я сейчас прям как диджей на радио сказала, да? Кажется, этого уже не вытащишь из меня никогда. Да-да, как говорит одна наша общая знакомая, если один раз связал свою жизнь с радио, то уже никуда от этого не уйдешь. Даветыңыз үшін чоқ сағолыңыз Сибия ханум, замечательная обстановка и атмосфера. Надеюсь, что наша беседа пройдет так же тепло и непринужденно. Не могу не согласиться с вами. Давайте тогда начнем. Я уже и так много всего сказала выше, поэтому передаю слово вам. Расскажите немного о себе. Нет, если немного, я даже начинать не буду. Вот вы сейчас улыбаетесь, и мне теперь легче справиться с первым вашим сложным вопросом. Обычно я задаю вопросы, а тут я будто креслом ошиблась, честное слово. Я не знаю, были ли у вас гости, которые не любят говорить о себе. Если нет, то, пожалуйста, запишите меня в список. Так и запишите Севиль Кенже. Филолог по образованию, журналист, редактор, сценарист, автор собственных сочинений, как бы это пафосно ни звучало, диктор, естественно, по профессии, ну а по жизни это просто 1,5 метра сплошного счастья. Да, конечно же, такие гости у нас были, но, думаю, с такой самопрезентацией первый гость у нас вы. Сибия ханум, я предлагаю вам продолжить нашу беседу, не останавливаясь на этом вопросе, потому что я думаю, что в ходе нашей беседы слушатели все равно поймут о том, кто я и чем я занимаюсь. Севиль ханум, сегодня будем говорить о Сейтумере Эмине. Расскажите, кто это и почему вы выбрали именно этого автора? Сейтумера Эмина я выбрала не случайно. Мне очень хотелось поговорить о человеке, творчества, мировоззрения, жизненные ценности которого были бы близки мне по духу. Признаюсь, я не особый любитель поэзии, проза, потому что мне ближе. Сейтумер Эмин является именно тем самым исключением. Его стихи постоянно хочется перечитывать. Кроме этого, Сейтумер ага своей деятельностью во многом напоминает мне моего отца, потому что и мой отец, и Сейтумер ага, они были активными участниками национального движения крымских татар. Еще где-то судьба Сейтумера Эмина пересекается с судьбой моего деда, которого также звали Сейтумер. И если собрать все это в одно целое, я думаю, что можно ответить на ваш вопрос, почему именно Сейтумер ага. Что касается того, кто этот человек, о котором мы будем сегодня, иншаллах, с вами разговаривать, я с уверенностью могу сказать, что это невероятно талантливый писатель, талантливый поэт, публицист. Это мудрый, многогранный, справедливый, стойкий представитель нашего народа. И сегодня я постараюсь раскрыть его личность так, чтобы вы и наши слушатели увидели Сейтумера ага таким, каким однажды увидела его я. Вот вы сейчас начали говорить про Сейтумера Эмина, и такое ощущение, что вы рассказываете про члена своей семьи, про близкого родственника. Давайте поговорим немного о его биографии. Где, когда родился, где учился. И насколько я знаю, такой короткий спойлер, он был участником Второй мировой войны. Давайте поговорим об этом. Сейтумер Эмин родился в 1921 году в селе Албат, это Бахчисарайский район. По его родословной мне известно немного, только то, что его дедушка был каменотесом, он изготавливал надгробные памятники и делал надписи на плитах. Его прадед, он был известен как духовный наставник, а отца Сейтумер Эмин потерял в раннем детстве, когда ему было еще всего лишь 7 лет.
Тогда Гафар Бей, это отец Сейтумер Ага, он был председателем крестьянского объединения и тогда был зверски убит во время коллективизации в 1928 году. В одном из интервью Сейтумер Эмин рассказывал, что помнил смерть отца, и слова «Бабаң өлді», они до конца жизни не покидали его. Насколько сильная травма была для него в детстве. Вообще, знаете, изучая его жизнь, я думаю, можно сказать, что вот эти психологические травмы, с которыми он столкнулся в совсем юном возрасте, это смерть отца, это гонение близких, это суды учителей, которые боролись за справедливость, вот все это стало той основой, благодаря которой в дальнейшем сформировался невероятно крепкий духом человек. Вот именно тогда зародился этот стержень несломленного борца, я бы так сказала. И тогда мать Сейтумера Эмина Джумазие начинает работать в колхозе. Естественно, этого не хватает, чтобы прокормить семью. Но дети все равно продолжают учиться в школе. После окончания начальной школы Сейтумер Ага вместе со своей сестрой Фатиме продолжает обучение в школе уже в селе Буюк-Озенбаш. После того, как он ее заканчивает, какое-то время работает в газете «Ударник». Она выходит в Крыму, и после этого начинается уже война. Сейтумер Эмин был снят с воинского учета по состоянию здоровья, но, несмотря на это, в 1941 году он идет добровольцем на фронт. Он был моряком-десантником. Он с десантом высадился в Одессе, где участвовал в обороне города. Из Одессы он был эвакуирован в Севастополь, принимал участие в боях за город там. Однажды в бою под Новороссийском он получил очень серьезное ранение, и у него случилась контузия, очень сильная контузия, из-за чего на 3 месяца он просто лишается речи. Его признают негодным для службы. Но его ничего не могло остановить, он решает продолжать воевать, но уже в партизанских рядах. В городе Сочи, где находился штаб партизанского движения Крыма, а мы знаем, что большинство составляло вот это движение крымские татары, там он познакомился с Джипаром Акимовым, там познакомился с Рифатом Мустафаевым, с Шамилем Алядиновым. И добившись разрешения участвовать в партизанском движении в Крыму, он вместе с ними уже направляется на родину. И знаете, у него было такое особое задание, он издавал листовки. У него была своя типография, он сам писал, набирал тексты и сам раздавал вот эти листовки. Они поднимали дух бойцам, они рассказывали о последних событиях войны. Вообще все, чтобы держать в курсе людей. И таким образом до апреля 1941 года он сражается в Крыму. А сохранились ли какие-то воспоминания или отдельные события войны? Может быть, это отразилось в каком-то из его произведений? Да, естественно, конечно. Вы знаете, мне врезался в память один случай, который рассказывала Витана Ханум, это дочь Сейтумера Эмина. Тогда солдатам во время службы выдавали определенную норму спирта. И были различные ситуации, погодные условия, вы знаете, ну и в принципе кто как его использовал. И тогда Сейтумер Ага обменял весь свой спирт на сахар, на рафинад. И все в строю стояли серьезные, а он радовался как ребенок, потому что у него в кармане был сахар. Это было очень интересно на самом деле. А были ли у него награды или ордена? Да, конечно же. За боевые заслуги в Великой Отечественной войне Сейтумер Эмин был награжден множеством орденов. Правда, по разным источникам приводится разная информация. По одним источникам это 14 орденов и медалей, по другим это 8 медалей. И на самом деле ведь это не так уж и мало. Но в 1944 году десантник, награжденный орденами и медалями за мужество и отвагу, он также, как и все остальные крымские татары, вместе со своим народом был депортирован в Среднюю Азию. Он попадает в город Бегабад Ташкентской области. Через какое-то время Сейтумер Эмин вместе с Джипаром Акимом едет на строительство Фархадской ГЭС. Кстати, там был написан роман «Волею рожденные». Замечательный роман, он о строителях, которые работали там. И, как говорил сам писатель, без воли невозможно было построить такую ГЭС. Это очень сильное произведение, и тем, кто с ним не знаком, кто его не читал, я, конечно же, рекомендую его к прочтению. А какую работу Сейтумер Эмин выполнял на Фархадской ГЭС? Естественно, сначала он был обычным рабочим, выполнял самую сложную грязную работу, но через какое-то время на Фархадской ГЭС открывается отдел культуры, и его возглавляет Сейтумер Ага. Он становится руководителем этого отдела. О, расскажите об этом. А его связь с ансамблем Хайтарма началась там? Как мы знаем, Хайтарма зародилась именно там. В центральном клубе Фархада создается театр-ансамбль.
Там были собраны все самые известные актеры и танцоры Крыма, а также любители из различных городов и сел. Например, там Зиня Плюманова была, Идия Топчи была, Айше Османова. Очень много известных людей, их было там более 60 человек. После окончания строительства коллектив распадается, но со временем уже по инициативе Ильяса Бахшиша и Шамиля Алядина часть коллектива удалось снова объединить, уже под названием как раз-таки «Хайтарма». Когда я готовила документальный фильм о Сейтумере Эмине, мы со съемочной группой ездили в город Новороссийск, где он проживал и где был предан земле. И там я познакомилась с его окружением, с родными, близкими, друзьями, коллегами, замечательные люди. И все они делились самыми теплыми и порой просто невероятными историями, связанными с Сейтумер Ага. И тогда мы зашли в гости к Али Ага Османову, Рахмет Осман Джанына, это известный танцор. Он вспоминал, как им с танцевальной труппой не давали разрешения выступать в одном из городов, куда они приехали с концертной программой. И тогда они обратились к Сейтумер Ага, чтобы он помог им с разрешением на проведение вот этого мероприятия. Сейтумер Ага нередко проявлял себя как замечательный руководитель, и он решал сотни таких и подобных вопросов. А еще танцоры часто вспоминали, как после концертов они собирались все вместе, и Сейтумер Эмин всегда поддерживал и подбадривал красноречивыми словами соотечественников крымских татар. И он всегда говорил «Біз эббір енерміз, біз ветанға қайтырмыз, біз хавушурмыз бізім ветанымызға». За ним тянулись, потому что он был искренним и без всякой корысти служил своему народу. Знаете, иногда, читая его жизни, мне кажется, что его основной миссией вообще было служение своему народу. Как бы это пафосно ни звучало, но он делал это качественно и самоотверженно. Насколько я знаю, Сейтумер Эмин наш с вами коллега, он вел и журналистскую деятельность. Расскажите, в каких газетах работал? Его журналистская деятельность началась еще в школе. Как я говорила, после окончания он работал в газете «Ударник», которая издавалась в Крыму. После этого он работал в газете «Кызыл Кырым». А мы знаем, что до 1944 года газета «Яна Дунья», которая сейчас выходит, она была под названием «Кызыл Кырым». И выпускали они ее вместе с редактором Джипаром Акимовым. И, кстати, последний выпуск этой газеты вышел 17 мая 1944 года. В Узбекистане он окончил Среднеазиатский государственный университет в Ташкенте, и примерно с середины 60-х до начала 70-х годов он работает редактором отдела художественной литературы в ташкентском издательстве имени Гафура Гуляма. Именно эти годы оказались очень плодотворными в плане творчества для Сейтумера Эмина, и именно этот период он сам называл временем своего творческого становления. В 1968 году он был принят в члены Союза журналистов СССР, а в 1969 году он стал членом Союза писателей СССР. Уже после возвращения, участия в национальном движении, уже на склоне лет, он несколько лет еще работает в газете «Яна Дунья». Многих наших авторов отличает их участие в национальном движении крымских татар. Насколько я знаю, Сейтумер Ага также был участником национального движения. Что можете об этом рассказать? Я бы сказала так. Национальное движение крымских татар без Сейтумера Эмина, как Сейтумер Эмин без национального движения крымских татар. Его невозможно представить как-то отдельно от нашей народной борьбы. Иногда возникает такое чувство, будто он был в нем всегда. И на самом деле так и есть. Какое количество митингов, пикетов он посетил. Он выступал на них, организовывал вот эти митинги, пикеты. Сколько сил и труда он вложил в то, чтобы крымские татары возвращались на свою родину. Он присоединился к национальному движению, еще будучи в Бегабате. Тогда они устраивали собрания вместе с Джипаром Акимовым. После этого он перебирается в Ташкент. И, кстати, знаете, за активное участие в движении его увольняют из издательства Гафура Гуляма. Но даже это его не останавливает. Вообще, тема национального движения для меня – это не просто страница истории, которую знаешь, потому что это было. Или потому что это нужно знать. Национальное движение – это та рукопись, которую я проживала с самого детства сама. Мой отец вернулся в Крым в 1977 году, и с тех пор каждый его седой волос и каждая морщинка просто свидетельствует о бесконечной борьбе за справедливость по отношению к нам.
Мой отец Рустем Карашаев, он часто рассказывает о полянах протеста, которые они организовывали здесь, в Крыму. Их было огромное количество на самом деле, и каждая из них чем-то отличалась, какой-то своей особенностью. Однажды мы обсуждали поляну, которая проходила в Зуе. Он тогда в подробностях рассказывал о том, как на какое-то время они оказались оцеплены и не имели возможности вообще выходить. И Бабам был тогда по другую сторону баррикады. Он говорил о том, как люди из разных районов привезли пакеты с продуктами и просили милицию пропустить людей или хотя бы одного человека, который мог бы передать им продукты хотя бы и воду. И тогда вот мой отец взял вот эти все пакеты вместе с продовольствием, он тогда спрятал в штаны письма и документы необходимые, которые нужно было передать, он прошел к протестующим и остался с ними. И он говорил о том, как они вставали в цепь, держали друг друга за ремни, не давали разорвать вот эту вот крымско-татарскую силу, рассказывал, как шутили над лысыми, потому что их тянули за волосы и отхватывали они больше. И о том, как в итоге всего этого пришла помощь и поддержка из Тамани. В прямом смысле пришла. Там с горы они увидели огромную толпу, тучу крымских татар с флагами, которые шли, кричали лозунги. Если вы помните, был Таманский поход, когда крымские татары из Тамани устроили пеший ход в Симферополь. И вот почему я об этом говорю? Потому что организатором вот этого мероприятия, вот этого похода был тогда Сейтумер Эмин. Иногда у меня такое чувство просто, что они ничего не боялись. Они просто шли, потому что нужно было. После этого события началась травля на тех, кто участвовал в этом походе. Но это никого не останавливало. И это самое главное. И еще тогда газеты писали различные статьи, с презрением писали о том, что член Союза писателей и журналистов Сейтумер Эмин также есть в этом списке людей, кто участвовал в этом походе. Вы знаете, мне достаточно двух уважаемых мною примеров, это мой отец и Сейтумер Ага, чтобы понять ту силу, тот дух, смелость, которым было заполнено национальное движение. Я привела всего лишь один пример, а представьте, сколько лет длилось национальное движение. Сейтумер Ага стоял у истоков создания организации крымско-татарских ветеранов войны и труда. Ее 2 года не могли зарегистрировать. Под предлогом того, зачем вам еще одна такая же татарская только? Есть же уже, достаточно, записывайтесь туда. И тогда Сейтумер Ага добился того, чтобы эту организацию зарегистрировали. Это было сложно, но он это сделал. Примерно с 1992 года он начинает работать в Госкомнадзе в Крыму, а после этого уже в возрасте 71-72 лет где-то он работает снова в газете «Яна Дунья», я уже говорила об этом, и живет долгое время в общежитии. Что касается их собраний, Диляра Ханум, супруга Сейтумера Ага, она вспоминала, как у них дома в Новороссийске собирались активисты, проводили собрания, они были бесконечными, в принципе, наверное, у всех участников национального движения. И она в это время вымывала и прятала обувь, потому что обязательно были те, кто вел слежку, и однажды она даже получила клеймо конспираторши. Мне кажется, вопрос национального движения и участия в нем Сейтумера Эмина и других людей – это вообще отдельная тема для подкаста. Я думаю, что нам нужно встретиться с вами уже в другом формате поговорить. На самом деле я сейчас сижу и просто делаю заметки с темами будущих подкастов или проектов. Настолько много информации, столько всего интересного. И вообще я думаю, что история нашего народа — это просто огромный пласт и огромный источник информации и тем для интереснейших проектов. Севиль Ханум, вы упомянули о Диляре Ханум, супруге Сейтумера Ага. Расскажите, как она вспоминает жизнь с ним? Ведь согласитесь, быть женой, с одной стороны, очень творческого человека, а с другой человека, который жил своим народом, довольно-таки непросто. У них очень интересная судьба, начиная с самого знакомства. Диляра Ханум рассказывала, что познакомились они в Бегабате. Она тогда была, как говорит сама, небольшим человеком, клерком, работала в небольшом заведении, где Сейтумер Эмин с другими крымскими татарами собирался на собрание по национальному вопросу. Он тогда был директором кинотеатра. Через какое-то время он приглашает Диляру Ханум работать в кинотеатр. Близких отношений у них сначала не завязывалось, и Диляра Ханум со временем уезжает в город Донецк.
Но что-то там все равно Ситомир Ага уже задумал, потому что он узнает, где она остановилась, и едет туда за ней. И, как она вспоминала, каждый день она получала от него письма. Но все же она тогда не решилась ответить взаимностью, потому что между ними был уже предыдущий брак Ситомира Ага. Кстати, сына от первого брака Ситомир Ага назвал Албат. Очень интересно, потому что это название села, где он родился. Ну и Диляра Ханум у нас снова сбегает, и на этот раз в Ташкент. Но тот, кто нашел в Донецке, найдет и в Ташкенте, поэтому он находит ее там. Затем в его жизни происходит несчастье. Он попадает в аварию, и его лишают свободы на 2 года. Диляра Ханум рассказывала, с какими трудностями она попала впервые к нему. Я получила записку для того, чтобы он просил посетить это заведение. Я посетила с большими трудностями, там, как я, в принципе, для него никто не... Я потом напросилась к начальнику, сказала, что я очень близкий человек, и для него есть такие вещи, которые, нельзя кому-то чего-то говорить, а ему хочется мне передать. Мы там немножко об этом КПЗ переговорили, он очень просил, чтобы я его ждала. За это время, пока он был в неволе, она снова переезжает. И после выхода на свободу Ситомир Ага снова пришлось ее искать. Такая просто сбежавшая невеста. Но баш язысын койскорер, поэтому они все равно поженились. У них родилось 2 дочери, Бингюль и Витана. Естественно, семье было непросто, работы не было. Ситомир Ага был и грузчиком, и разнорабочим, и своими силами они строили дом. И, кстати, удивляли тем самым окружающих, потому что все знали его как творческую личность, как активного деятеля, а тут он с топором и с молотком в руках сам создает свое семейное гнездышко. Но самое главное, что он имел очень большое и доброе сердце. Он знал цену родным и дорожил своей семьей. Его дети, вспоминая какие-то события или случаи из жизни, они всегда отмечают, что он старался радовать их всем возможным, отгородить по возможности от внешних проблем. В общем и целом был отцом и мужем с большой буквы. Он безумно любил супругу, Диляру Ханум, и она рассказывала, часто говорила о том, что его ревность иногда, она даже создавала проблемы на пустом месте. И вот она рассказывала о том, как они с этим боролись. Потому что первое, что должно быть между мужем и женой, это, естественно, доверие. Однажды я спросила у Диляры Ханум о прожитых годах, и она сказала, что Ситомир Ага был для нее всем на свете. И если бы ей снова предложили прожить жизнь с ним, она бы прожила ее снова вместе с ним точно так же. Это удивительная история любви на самом деле. Любви, которая прошла огромное количество трудностей, счастливых моментов, не угасла и не потеряла свой вкус. Я вот слушаю, и каждое ваше слово просто подтверждает мою мысль о том, что это просто шикарный сценарий для какого-то фильма или даже сериала. Ну, давайте продолжим. Ситомир Эмин жил в городе Новороссийск, но всегда пытался переехать в Крым. И даже были такие попытки, но был случай, что в Крыму его квартиру обокрали. После он вернулся в Новороссийск. Известно ли вам что-то об этом? Мне немного известно об этом. Могу только сослаться на воспоминания Диливера Османова об этом случае. Он писал, что последние годы Ситомир Ага работал над романом, который был посвящен национальному движению. И тогда он проживал в квартире в Крыму. Ему нужно было уехать на какое-то время в Новороссийск. Он оставляет в этой квартире рукописи своего романа. К тому времени произведение было уже практически закончено. И когда его не было, к нему пробрались воры. Самое интересное, что не тронули ничего, кроме этих рукописей. Это была огромная потеря для Ситомира Ага, потому что восстановить снова уже готовый роман было невозможно. Ситомир Ага говорил, что понимает, кто это сделал, кто отдал приказ это сделать, также причины того, почему это сделали. Он говорил, в своем романе я писал о реальных героях, которые на самом деле боролись за родину и за наши права. Но там нет ничего о наших некоторых сегодняшних активистах. Внутренние трения в нашем народе как гнусная традиция, знаете, по удушению самих себя.
Сейтумер Ага очень болезненно переносил то, что происходило внутри национального движения, а то, что делали в отношении его самого, я лично считаю предательством. Это предательство народа в лице этого человека. Однажды в Яна Дунья вышла его большая статья под названием «Мен Кимом». Очень многие вещи он не принимал и не мог пойти против справедливости, потому что всю жизнь он отдал, как я говорила, служению народу. Вот это все, это очень обидно. Обидно, что это у нас есть, и никак мы не можем это искоренить в нашем обществе. Давайте более детально поговорим о его творчестве, то есть о нем как о поэте, прозаике, переводчике. Он писал как на крымско-татарском, так и на русском языке, верно? Сейтумер Ага писал на крымско-татарском, на русском, на узбекском языках. Он был редактором множества книг. Он занимался переводами. Кстати, первые свои переводы на крымско-татарский он сделал еще в 10 классе. Тогда он увлекался творчеством Лермонтова, и им были переведены Мцири, Измаилбек и некоторые другие произведения его. Вообще, за всю творческую жизнь Сейтумера Эмина свет увидела более 20 его книг. Туда вошла и проза, и поэзия, и публицистика. А какие темы он поднимал в своих произведениях? Вы знаете, если взять библиографический указатель, то по списку и названиям можно легко понять, насколько сильно и остро Сейтумер Ага переживал то, что происходит с его народом, то, какая судьба сложилась у него, у самого. Он писал обо всем, о Крыме, о море. Море, кстати, это отдельная тема в его поэзии, потому что море как лучший друг, с которым он неизменно делился тревогами и радостью. Он писал о войне, об участниках войны, например, гвардии полковник Бейтулла Муратов, Амитхан Султан, о тех, кто умер на войне, к примеру, Кадыр Тарпи Джемилев, Якуб Демирджиев, Сейтасан Аппазов. Очень много писал об Алиме Абденановой. Я помню статью, которая называлась «Счастливое число 7 стало трагичным для Алиме Абденановой». У него была баллада о Розе, баллада о Колыбельной, поэма «Арка над цемзаводом», «Битва за хлеб». Участвуя в национальном движении, он часто писал о том, как проходит процесс возвращения крымских татар, как проходит размещение крымских татар на родине. Он писал об участниках национального движения, Харанлыхны Айдынлатхан Инсанлар, например. Очень много стихов посвятил женщинам, образ матери, супруги, молодой девушки. Это вообще как отдельное, также вот еще одно отдельное направление в его творчестве. Я думаю, тут опять-таки можно перечислять и перечислять. Очень много, больше 20 книг, вы понимаете сами. Однажды в Узбекистане его упрекнули о том, что он пишет только о Крыме, и он ответил, что он и о хлопке пишет, и о песках пишет, и о Ленине писал, но ему нравится больше писать о своем родном. И вот первую его книгу не хотели выпускать из-за обложки. Тогда мы знаем, что любое упоминание о родине, оно было запрещено. А у него на обложке было море, горы, чайки. И пока он не изменил иллюстрацию, книгу не принимали. Тогда он изменил, если не ошибаюсь, на образ женщины, и после этого она только вышла. Его стихи переводились на другие языки. Есть замечательные переводы Юнуса Кандыма, Миколы Мирошниченко, Ольги Голубевой. Очень тонкий художественный перевод. Мне лично очень понравилось. О нем писали очень многие наши писатели. Урия Демова, например, Дильшат Ильясов, Аблязис Велиев, Рифат Чайлях. Зера Бекирова тоже писала о его жизни и творчестве. Шамиль Алядин. На стихи Сейтумера Ага написано много песен. Например, «Мен севером», композитор Сервер Какура, Февзи Алиев, либо «Кельмеден», известная тоже песня, у нее композитор Налбантов был, либо всеми любимая и всеми известная «Сабала Рейс» Кен Еллер. Со временем, конечно, видоизменились немного слова, но основа была его. В конце 90-х в Крыму издали роман Сейтумера Эмина «Сенун Йылдызын». Нужно отметить, что судьба главного героя вот этого произведения, она во многом перекликается с судьбой автора. А в 2000 году выходит сборник стихотворений на крымско-татарском и на русском языках. Он назывался «Сен Олмасаң», «Если бы не было тебя». В следующем году, то есть уже в 2001 году, за эту книгу Сейтумер Эмин был удостоен государственной премии. И затем
удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Украины». Севильханум, вы прям настоящий библиографический источник, столько информации и настолько глубоко погружены в тему, я вот, честно говоря, до сих пор в шоке. Расскажите, с какого произведения началось ваше знакомство с его творчеством? Мое знакомство с его творчеством началось еще в школе. Это было стихотворение «Джевы Стерега». И я помню, как я плакала, а потом перечитывала этот стих снова и плакала. Помню, как декламировала его на областной олимпиаде по крымско-татарскому языку. В этом стихотворении описывается действие во дворе возле дома, куда приезжает главный герой после возвращения в Крым, и его диалог с той, которая заняла его дом детства. И когда она спрашивает у него, что он потерял у нее во дворе, он очень жестко отвечает ей. Если хотите, я могу рассказать, потому что я до сих пор помню это стихотворение на память. Он ей тогда сказал: «Арайым, burada гур яшлығым қалды. Burada бабалар деделер көлгесі. Burada ырызым, намусым тапталды. Тапталды анамның көз яшы инжесі. Yok, сен аңламассың мені, сыфатын айта. Сенің фикірің, дinin, иманың башқа. Сана епсі бір кімнің мезары таптала. Ләкин біл, евнің сайыбы омырлық қайта. Саңа ер yok мында, мезарға, башташқа. Мен бұл орталықта ойынжақлар қалдырдым. Қыдырам мен, көресің ме? Тапа алмайым. Белкімді менен де ақлым алдырдым. Ах, мен босағамдан адым ата алмайым. Эрте, кеч, белкім анларсың, олсан инсан. Ve uzun taşlarsın bu durakны. Sabırlar tükenir bir kun, manga inan. Yakar yıkarım men, inan barны yoqну. Men kimseni korkuzmayım bu alımda. Meni аңлар, менің чектігімі чеккен. Қаталып турма явур менім алдымда. Bu kuyudan менім неслім су içken. Çekil, kuyumdan bir yutum su içeyim, yandım. Araretten patladı dudaklar. Çekil, tuğan bosağamdan keçeyim, senin дегіл. Менім bu дурақлар. Столько лет прошло, а все равно слезы выступают. Очень круто, очень глубоко. Действительно, проступают слезы и просто бегут мурашки по коже. Раз мы уже перешли плавно к стихотворениям, давайте поговорим о поэзии Сейтумера Эмина. Что вы можете сказать о ней? Сейтумер Эмин писал простым, но невероятно проникновенным языком. У него был свой почерк. Это именно та составляющая, которая из обычного автора делает великого писателя. Его поэзия цепляет, она будоражит, она призывает, она учит любить и прощать, это очень важно. Она учит стойко стоять на ногах и не прогибаться под давлением различных испытаний. Сколько лирики, сколько тепла в основе его стихотворений. Даже, знаете, вот то, как он обращается к своему селу, Албату. У него есть стихотворение «Мен саңа келдім», и он говорит: «Бағырымда евлятлық севгісің сақлап. Дерелер, тепелер атлап, аналар мезарын узақта ташлап. Койчыгым, мен саңа келдім». Посмотрите, какая искренность, какая любовь. Койчыгым, не просто кой, не просто Албат. Койчыгым, мен саңа келдім. Я думаю, эти и подобные слова, они как нельзя лучше раскрывают душу поэта. Сейтумер Ага никогда не был озлобленным. Он любил жизнь. Он любил все, что дал в ней ему Всевышний. Поэтому каждую написанную строчку он проживал сам. Поэтому его стихи такие искренние. Они настолько многогранны, насколько многогранен он сам. И я очень рада, что в нашем народе есть такие замечательные люди. Севильханум, как мы видим, и я уже не раз это подчеркнула, вы очень глубоко погружены в тему сегодняшнего разговора, поэтому можно вас даже назвать таким экспертом по творчеству Сейтумера Эмина. Расскажите, какие его произведения обязательны к прочтению? Мне сложно ответить на этот вопрос.
Те, кто не знаком с его творчеством, они могут взять его последние сборники, потому что там собраны самые лучшие, самые вкусные произведения. Тем, кто знаком с его творчеством, читайте все. Читайте все, что найдете. Вот, прям как я. Все-таки приближаясь к финалу нашей беседы о творчестве Ситумира Эмина, я убеждаюсь в том, что я все-таки сделала правильно, что разделила нашу беседу на 2 части, потому что, это все послушать, переварить и еще немного остаться с мыслями и подумать, обдумать, почитать, посмотреть, изучить творчество Ситумира Эмина. Для этого нужно время. Поэтому я думаю, что это было очень хорошим решением. Севиль Ханум, учитывая все вышесказанное и резюмируя нашу беседу, что вы можете сказать о Ситумире Эмине буквально в нескольких предложениях? Ситумир Ага – это человек, у которого была бурная молодость, связанная с войной. У него была очень трудная зрелость, и у него была невероятно мудрая старость. В одном из своих интервью он говорил: «Бізге оқымақ керек, зеңгінлешмек керек, тақат топламақ керек, алимлеріміз олмақ керек, девлет бір елда олмай. Белкі бір күн келер, Қырым ярымадасы бізім девлетіміз олур». Он жил этим, и он пытался привить эту любовь, это стремление всем вокруг. Он умер на чужбине в Новороссийске, но его творчество, его мудрые наставления, они живут до сих пор. Севиль Ханум, чох саголанас, что пришли сегодня к нам, рассказали очень живо, очень интересно историю жизни одного из наших авторов. Чох саголанас азге, достлар, а вы делитесь этим выпуском, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Очень интересно будет почитать, как эта история откликнулась у вас. Корошкенджи.